Тем временем обмеление на реках Якутии продолжает вызывать большие опасения. Низкие уровни воды сказываются на навигации, могут нанести урон природе и даже водоснабжению. О том, каковы причины и чего нам ждать, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Как сообщили в Ленском бассейновом водном управлении, сейчас уровень воды под Якутском составляет около 188 сантиметров. В сутки вода понижается примерно на 6 сантиметров. Тем временем глава республики Айсен Николаев сказал, что обмеление реки Лена – это периодически повторяющийся цикл. Раз он начался, то в течение нескольких лет на реке будут такие проблемы. Причем они могут быть гораздо хуже. Он также добавил, что эту ситуацию нельзя недооценивать. На этой неделе руководитель региона ввел режим ЧС межмуниципального характера на территории города Якутска и Жатая. Ученые говорят о том, что есть несколько причин столь низких уровней воды. Прежде всего, малоснежная зима, малое количество осадков в этом сезоне и деятельность человека. Именно наложение нескольких причин, которые, может быть, в принципе, быть случайными, привело к низкому уровню. И тоже известно, что сейчас по всей Сибири в этом году очень много лесных пожаров. Они тоже происходят из-за того, что нет дождей, и также могут иметь влияние на гидрологический режим рек. Обмеление рек Якутии отразились прежде всего на навигации. Так, ограничения для судов ввели в верховьях реки Лены с города Усть-Кут до острова Столбы, а также на арктической реке Яне от поселка Усть-Куйга до Нижнеянска. До конца навигации осталось чуть больше месяца, и на сегодняшний день перевезено около 80% запланированного объема грузов. Это топливо, продукты, стройматериалы. Есть сегодня вопросы, которые мы должны проконтролировать. Это завоз авиакеросина на Якутскую нефтебазу. Мы подготовили для приема, и прием уже судов идет с Покровской нефтебазы, и производим автоперевозки до Якутской нефтебазы. Но углубительно работы начнем с начала следующей недели по подходу на Якутскую нефтебазу. Там 2,5 километра нужно будет отработать. Сегодня большим грузом приходится ходить с неполной загрузкой. Даже судно «Магдебург», построенное специально для работы на мелководье, испытывает трудности. Буквально в этот четверг судно вернулось из Булунского и Аллайховского районов замороженной рыбой. До конца навигации ему нужно успеть сделать еще один рейс. Но это в полной мере зависит от уровней воды. Уровни воды в этом году ниже проектных, как и на верхнем участке реки Лены, так и на нижнем. Маленькая вода на реке Индигирка. Из-за этого мы не дошли до поселка Русского Устья. Вот. Выходили мы с реки Индигирки очень тяжело. На прорези было всего лишь 160 сантиметров воды. Сейчас, которые мы будем грузиться на север, мы по осадке не доберем часть груза. Навигация не единственная жертва столь низкой воды. Под угрозой оказывается и сама природа. В первую очередь это коснется нерестующих рыб. Также при критических уровнях опасность может грозить и бесперебойному водоснабжению. Весной, или зимой, когда уровни воды совсем упадут, они могут понизиться до значительных, от тех уровней, которые сейчас наблюдаем, примерно на 1,5-2 метра. Да? Если они понизятся, то уже могут возникнуть проблемы для обеспечения водой. Если ситуация на реке не улучшится, то грузоперевозчикам остается надеяться на автозимник. И хотя есть надежда, что осенние осадки спасут положение, но специалисты говорят, что улучшения можно ждать только весной. Юрий Осипов, Ульяна Шагина, Евгений Тайтонов, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем.